15. Но здесь, безусловно, нужно Кривошапкину обыгрывать Ямщикова. Ну и, естественно, ждать ситуации, при которой нужный результат будет для Кривошапкина в матче между Никитой Рыбаковым и Игорем Городиным. Эти теннисисты начали свою встречу за первым столом. Там пока в первой партии Рыбаков впереди. А у нас равенство 2-2. Кривошапкину нужно, безусловно, рассчитывать на то, чтобы Рыбаков обыграл Гордина. Ну и, соответственно, сам изот должен переиграть Ямщикова. В таком случае Кривошапкин займет первое место на этом турнире. Ну и, в общем-то, такой положительный результат для изота стал возможен после того, как Кривошапкин сам сегодня в очной встрече оказался сильнее Рыбакова со счетом 3-2. До сегодняшнего дня, в первых двух игровых днях, Рыбаков ни разу никому не уступил. И вот сегодня в пятом сете он отдал игру Кривошапкину, причем Рыбаков вел по сетам 2-1. Но в целом мы видим, да, насколько уверенно ведет эту игру Кривошапкин. У него есть, на мой взгляд, преимущество и по скорости, и по техническому оснащению перед Ямщиковым. Но Артем, в общем-то, игрок очень непростой, с характером. И вот просто так Ямщиков себя, естественно, обыграть никому не даст. Здорово, что удалось Ямщикову отобраться в число 6 сильнейших на этом турнире. Так Ямщиков был посеян под 5 номером. Здесь Кривошапкин под 2-м. 8-5. Кривошапкин на подаче. Сумасшедшие попадания, конечно, вот Кривошапкина не только в этой партии, но и вообще на этом турнире мы видели неоднократно. Вот еще раз нам изот напоминает, насколько он действительно чувством мяча хорошим обладает. Удалось у Ямщикова в выигрышной ситуации довести дело до еще одного очка в свою пользу, а вот уже в дальнейшем на атаку Кривошапкина Ямщиков отвечает контрвыпадом слева по прямой и не попадает на стол. 4 сетбола у Кривошапкина. Ямщиков рискнул, попробовал атаковать в правый угол, и каких-то миллиметров ему не хватило, чтобы попасть в эту ситуацию. 11-6, первая партия за Кривошапкиным. Обоим теннисистам по 15 лет. Оба кандидаты в мастера спорта. Ямщиков представляет Екатеринбург, Кривошапкин Москву. Артем занимает 235-ю позицию в списке сильнейших теннисистов России. Кривошапкин располагается на 196-м месте. Ну и в рейтинге, соответственно, юниоров, точнее юношей до 16 лет, Ямщиков располагается на 6-м месте, Кривошапкин на 3-м. Очень здорово удалось у Ямщикова подняться в рейтинге благодаря своим удачным выступлениям в сентябре. Сразу на 17 позиций взлетел Ямщиков в рейтинге ФНТР и на 4 строчки поднялся в списке сильнейших теннисистов до 16 лет. Кривошапкин, напротив, утратил 3 позиции, но я думаю, что за счет уже выступлений здесь на топ-12, очень хороших выступлений, Кривошапкин сможет не только вернуть обратно эти 3 позиции, но подняться еще выше в рейтинге. В принципе, я думаю, что не за горами тот момент, когда Кривошапкин окажется в первой сотне лучших теннисистов России. Ну и в дальнейшем, я думаю, если все будет удачно складываться по карьере у изота, то и в полтинник он сможет войти, да и в первую двадцатку в том числе. 3-0. В начале второй партии Кривошапкин по-прежнему продолжает уверенно контролировать ход этой игры. Только что допустил
относительно простую ошибку для себя, но я думаю, что она никак в целом не повлияет на ход как минимум этой партии. По скорости, конечно, Ямщиков пытается с Кривошапкиным как-то соперничать, но все-таки у Изоты мы видим, да, что подвижность очень в хорошей форме, в отличной готовности подошел к этому турниру Кривошапкин. И понятное дело, что получив второй посев, Изот, естественно, ставил перед собой максимальные задачи. И пока что их удается реализовать. Да, и победа сегодняшняя над Рыбаковым в первой встрече последнего игрового дня вывела Кривошапкина, в принципе, на финишную прямую, где совсем немного ему остается для победы. Ну, естественно, нужно еще ждать результата встречи Гордин-Рыбаков Кривошапкину. Ну и плюс ко всему, пока мы не будем, да, Ямщикова со счетов списывать, все-таки он по партиям проигрывает 1-0. Во втором сете счет вполне себе рабочий, 3-6. Вот классная атака Ямщикова. После своей подачи он получает мяч средний и скидывает в правый угол. Очень уверенно сыграл Артем в этой ситуации. 6-4. Попытался неоднократно слева сыграть Ямщиков. Сначала резко отправил мяч в левый угол и затем решил сыграть еще раз по диагонали, но сделал это не точно. Ну и затем попытался Ямщиков атаковать с приема подачи. Сыграл слева в сетку. (4-9). В принципе, неплохо скидкой распоряжается, да, Ямщиков. Очень часто он успевает и в углы скинуть, и в середину. Но вот Кривошапкин, получив 6 сетболов, спокойно доводит эту партию до еще одной своей небольшой победы. 11-4. Кривошапкин впереди 2-0. Пока что особых предпосылок, да, мы не видим к тому, чтобы Ямщиков смог переломить ход этого матча, а Кривошапкин идет к своей очередной победе здесь, в Архангельске. Изот был посеян под первым номером во второй группе квалификации, и там Кривошапкин потерпел всего лишь одно поражение, но очень важное на самом деле. В распределении мест итоговых Кривошапкин проиграл Игорю Гордину, 11-му сеяному на этом турнире. Но вот Гордин всех удивил со знаком плюс. Игорь смог пройти, так же, как и Кривошапкин, квалификацию всего лишь с одним поражением, 2-3 Зайнудинову. Магомед Шапи он проиграл. Ну и, соответственно, за счет победы в личной встрече Гордин вышел из группы с первого места. Кривошапкин из второй группы вышел со второго места. Ну а так Изот очень уверенно в целом справился со всеми своими соперниками в квалификации. 3-0 была победа над Захаром Варфоломеевым, основным своим конкурентом, да, за первое место. Ну, как считалось до старта турнира. 3-1 Кривошапкин переиграл Евгения Досова из Нижнего Новгорода. 3-0 была победа над Леонидом Хитиловым из Екатеринбурга. И 3-1 Кривошапкин обыграл Магомед Шапи Зайнудинова. На старте третьего сета. Две подачи Кривошапкина. Первую не смог принять Ямщиков. Но со второй куда лучше Артем справился и пошел в атаку слева по диагонали, неоднократно атаковал. Кривошапкин решил, в той же манере плюс-минус, да, отвечать. И за стол в итоге Изот играет 3-3. Опять попытался Ямщиков скинуть в правый угол, но вот на этот раз настигла неудача Артема. 3-4. Рискует Кривошапкин, попытался со стола сыграть слева. Я так понимаю, что в левый угол была идея мяч направить, но трос задел Кривошапкин в этой ситуации. А далее решил Изот действовать чуть проще. Сыграл справа по прямой в середину. Ямщиков отвечает неточной контратакой.
Ну, пока что обмениваются, да, в общем-то, и агрессией с одной стороны, но и ошибками с другой стороны. И Ямщиков, и Кривошапкин в третьей партии пока что игра протекает в равных условиях по 5. Блестящий Ямщиков выбирает позицию для удара справа по прямой. В угол попадает Артем и выходит вперед. Еще одна подача Ямщикова. Но здесь уже Кривошапкин шансов Ямщикова не оставляет. Опять скидку применил Артем, а Изот подключил свой стерильный топ-спин слева. И счет вновь равный по 6. Вновь у Ямщикова возникают проблемы с приемом подач. Со второй подачей уже лучше Ямщиков справляется. Попытался атаку организовать. Ну и Кривошапкин попал в темп своему сопернику. Да, и в итоге Ямщиков сыграл всех. Кривошапкин не принимает подачу. 7-8. Кстати говоря, тоже момент очень важный, на который стоит обратить внимание, когда Ямщиков играет ближе к левому углу, да, или вообще в левый угол Кривошапкину, то у Изота возникают в целом некоторые трудности с тем, чтобы как-то удачно ответить своему сопернику. Но при этом при всем Кривошапкин в целом не позволяет, да, своей игрой Ямщикову регулярно играть в левый угол. Вышел ненадолго Артем вперед и вел 9-8, но Кривошапкин быстренько ситуацию вновь выровнял по 9. При равном счете в третьей партии Лев Ступаченко, который секундирует Кривошапкину, берет минутный тайм-аут. Ну и Дмитрий Жижикин, который работает на этом турнире с Артемом Ямщиковым, а также очень активно ему сейчас подсказывает, как можно исправить ситуацию в этом матче. Понятное дело, что складывается эта встреча очень непросто для Артема. Кривошапкин чуть быстрее, чуть точнее во многих своих атаках. Но я думаю, что у Ямщикова еще есть шансы для того, чтобы как-то переломить ход этого матча. Во встрече Никиты Рыбакова и Игоря Гордина счет по партиям 2-0 в пользу Рыбакова. У Никиты к этой минуте 7 очков. Такой же показатель у Кривошапкина. Ну и также 7 очков у Гордина. У нас получился такой треугольник, где в случае победы Гордина над Рыбаковым, вне зависимости от результата встречи Кривошапкин-Ямщиков, да, Гордин одержит победу на этом турнире. А в случае обратной ситуации уже, соответственно, Кривошапкин может забраться на первую строчку в итоговой таблице. Третью партию, точнее концовку третьей партии Кривошапкин сопернику отдает. Очень уверенно Ямщиков сыграл в двух последних розыгрышах и забрал третий сет со счетом 11-9. Ну вот как раз та ситуация, о которой мы с вами рассуждали в начале тайм-аута. У Ямщикова есть хорошие шансы и возможности для того, чтобы как-то подпортить картину Кривошапкину на этом турнире. Ну и наоборот себе, да, сделать приятное в концовке топ-12. У Ямщикова, напомню, в квалификации были следующие результаты. Вообще Артем вышел со второго места из группы, набрав 9 очков. Он уступил 0-3 Никите Рыбакову. Ну а все остальные встречи, за исключением, наверное, только матча против Артема Грошева из Архангельска, у Ямщикова получились очень непростые. 3-1 победа над Русланом Адигизаловым была зафиксирована. Также 3-1 Ямщиков переиграл Дмитрия Зырянова из Нижнего Новгорода. И также Ямщиков 3-1 победил Андрея Варзакова из Екатеринбурга.
Уже в плей-офф Ямщиков 1-3 проиграл Гордину. И также была неудачная попытка сыграть против Магомед Шапиза и Нудинова. Ямщиков также сегодня уступил 1-3 представителю Краснодара. Опять пользуется Кривошапкин своим умением быстро развивать атаки. Отгоняет он Ямщикова в среднюю зону. Слева налево свои умения друг другу решили показать Ямщиков и Кривошапкин. И Ямщиков оказался удачливее в этой ситуации. Он немного начинает, да, Кривошапкин как-то сдавать позиции. Уверенность куда-то потихоньку у него уходит. Ну, а у Ямщикова, напротив, многое начинает получаться. В четвертом сете Артем впереди 4-2. Да, ничего сверхсложного Ямщиков в целом своему сопернику не предлагает. Основная задача Артема, я думаю, на эту партию допустить как можно меньше ошибок собственных, ну и заставить, соответственно, своего соперника ошибаться. Опять скидывает Ямщиков вновь в середину. Кривошапкин слева играет неточно. 6-2. Блестяще играет Ямщиков в этой партии. Опять начинает атаку с помощью скидки. Вот она. Ну и затем мощнейший выпад топ-спином справа по прямой. Слева Ямщиков тоже очень здорово попал в правый угол. Причем неплохо слева, да, сыграл Кривошапкин. Вот наконец-таки удается неудачную для себя серию Изоту прервать. Заход влево атакует Кривошапкин справа в середину. 3-8. Ну, потихонечку теннисисты из Москвы выравнивают ситуацию. Две хорошие атаки на собственных подачах. И счет 8-4 в пользу Ямщикова. У Артема две подачи. Попытался Артем сыграть аккуратно в этой ситуации. Справа, да, по высокой траектории направил мяч. Ну, а Кривошапкину, откровенно говоря, повезло. Слева просто по прямой решил Изот сыграть. Довольно просто мяч задел трос и оказался на половине стола Ямщиков. 8-5 Артем впереди в четвертом сете. И уже теперь Дмитрий Жижикин берет минутную паузу. Никита Рыбаков поддерживает, ну, я так понимаю, что довольно легкую победу во встрече с Игорем Гординым. Соответственно, Рыбаков набирает 9 очков. У Гордина становится 8. Ну и у Кривошапкина пока что 7. Вот, соответственно, если Кривошапкин обыгрывает Ямщикова, то именно Изот становится победителем топ-12, поскольку в личной встрече сегодня Кривошапкин Рыбакова переиграл 3-2. Если Кривошапкин уступает Ямщикову, то тогда Изот набирает 8 очков, столько же, сколько Игорь Гордин. Но за счет поражения Кривошапкина в очной встрече со счетом 2-3 в матче против Игоря Гордина Кривошапкин окажется на третьем месте. В общем, все в руках Изота. Пока что в четвертой партии он выступает 5-9. Попытался Ямщиков выполнить скидку, принимая подачу своего соперника. Эта идея не прошла. Активизировался Кривошапкин, но, видимо, посмотрел на соседний стол, увидел, да, что Рыбаков победил Гордина. Возможно, чуть легче стало Кривошапкину психологически в этом матче. Но все равно ошибок в этой партии у Изота довольно много. Такого обилия ошибок в предыдущих сетах все-таки мы не видели. 3 сетбола у Ямщикова. Рискнул Кривошапкин в концовке, решил
в середину атаковать, а Ямщиков очень спокойно, хладнокровно подошел к концу этого сета. 11-7. С 0-2 Артем отыгрывается. И все теперь решится в последнем пятом сете. На этом турнире, кстати говоря, пятисетовой встречи у Ямщикова еще не было. Были матчи, которые заканчивались со счетом 0-3 и 1-3. Но вот до пятой партии ни разу еще ситуация у Ямщикова не доходила. Ну а, соответственно, Кривошапкин побеждал сегодня со счетом 3-2 Никиту Рыбакова. Поэтому уже опыт у Кривошапкина побед в пятых партиях есть. Ну, вот так получилось, да, что из-за две непростые встречи остались на последний игровой день. Своего главного конкурента в борьбе за первое место Кривошапкин переиграл. Но теперь остается обыграть Ямщикова, которому, по большому счету, на этом турнире, ну, уже ничего не нужно. Но в любом случае Ямщиков продолжает борьбу для того, чтобы набрать еще 2 очка. 7 очков может заработать Ямщиков, если победит Кривошапкина, что тоже будет результатом очень достойным. Хорошее начало, очень активное и уверенное от Артема. Великолепная атака. Теперь аккуратно играет Ямщиков слева в середину, принимая подачу соперника. Кривошапкин не попадает по мячу, в попытках провести мощный контрвыпад справа по прямой. На уверенности Ямщиков идет вперед и в начале пятого сета. 3-0 в его пользу. Вот аккуратно сыграл Кривошапкин, да. Средний сначала мяч оставил своему сопернику, ну и затем грамотно сыграл слева по диагонали. Первое очко для Кривошапкина в этой партии. 1-3. Ну, относительно хитро, да, играет Ямщиков, не дает возможности выйти Кривошапкину на оперативный простор и проводить мощную атаку. Опять аккуратно, посмотрите, коротко оставляет, да, Ямщиков. Кривошапкин дважды подряд играет неуверенно. В обоих случаях не рассчитал траекторию полета мяча, не ждал вот таких решений от Ямщикова, судя по всему, Кривошапкин. 5-1, теннисисты меняются сторонами. Ямщиков на подачу. Шикарно в линию попал Кривошапкин, играя по прямой. Ну и затем уже было делом техники довести атаку до очка в свою пользу. 5-2. Не смог, да, Кривошапкин в паузе между сетами как-то перезагрузиться и минимизировать количество собственных ошибок. 2-6. Ну, рискнул, безусловно, Ямщиков только что. Попробовал вновь очень резко сыграть в левый угол. Эта идея не прошла. Блестяще играет Артем. Вновь, смотрите-ка, да. И попытался вот в этой перестрелке точнее оказаться, когда оба играли слева по диагонали. И затем шикарно меняет направление своей атаки Ямщиков и играет по прямой. Да, Артем абсолютно все попадает, получает порцию аплодисментов от Дмитрия Жувикина со скамейки. 8-3 Ямщиков впереди в пятом сете. Ну и Кривошапкин, конечно, рискует потерпеть очень болезненное поражение. 2-0, напомню, вел Изор по партиям. И уже 2 сета подряд отдает. И в пятом решающем также у Кривошапкина очень серьезные проблемы. Москвич уступает со счетом 3-9. Ну вот если в таком темпе и ритме, да, Кривошапкин продолжит играть в этой партии, то вполне вероятно, что он сможет Ямщикова по счету догнать. Но задача сверхсложная, 6 очков уступал Кривошапкин, теперь остается 5 отыграть. Рискует Кривошапкин при этом при всем, да, со стола резко сыграл. Мог, да, и ошибку допустить в этой ситуации, но Ямщиков дает возможность Кривошапкину атаковать остро, атаковать, может быть, даже немножко авантюрно где-то.
Ну, ждет, я так думаю, что Ямщиков ошибки со стороны Кривошапкина в целом. Ну и вот эта ошибка приходит. Ну, куда... Ну, трудно, да, вот более выгодную ситуацию для Кривошапкина представить. Все он сделал для того, чтобы очко забрать. Но в итоге ошибся по ширине. Опять матчболов было у Ямщикова. Кривошапкин один отыгрывает. Очень напряженная ситуация за вторым столом. Красота, просто красота. Ну и Ямщиков в концовке Кривошапкину шансов в итоге не оставил. Изот сам, да, проиграл эту встречу. Но Артема Ямщикова мы поздравляем с очень красивой победой. Причем Ямщиков обыгрывает Кривошапкина, который претендовал на первое место на этом турнире. Отыгрывается с 0-2. Артем Ямщиков. Очень хороший ход он набрал к концовке этого турнира. Ну и переиграл второго сейного Изота Кривошапкина. И вот за счет этого поражения Кривошапкин оказывается на третьем месте на этом турнире. Если бы Кривошапкин обыграл Ямщикова, смог бы забраться на первую позицию и повесить себе на шею золотую медаль. Но не получилось. В любом случае, Кривошапкин, я думаю, может быть доволен своими выступлениями на этом турнире. Сегодня Изот переиграл победителя этого турнира, как мы его сейчас выясняем, да, Никиту Рыбакова. Никита, в свою очередь, в битве с Игорем Гординым оказался сильнее 3-0. Ну и, соответственно, у нас призовые места распределяются следующим образом. Никита Рыбаков — первое место, Игорь Гордин — второе, Изот Кривошапкин — третье. Благодарим ребят за шикарные матчи, очень интересные встречи. Ну и на этом у нас утренняя программа последнего игрового дня подходит к концу. Мы поздравляем Амину Лимбетову с победой на этом турнире. Ну и также Никиту Рыбакова. Это теннисисты, которые стали победителями топ-12 в Архангельске в возрастной категории до 16 лет. После небольшой паузы и награждения теннисистов в младшей возрастной категории мы с вами будем смотреть встречи уже юниоров и юниорок до 22 лет. Надолго не уходите. В скором времени вернемся на арену Норд в Архангельске.